Фотографы, журналисты, известные пилоты и музыканты, победители чемпионата мира по спорту сверхлегкой авиации. Звездный десант приземлился в нашем городе накануне утром. Все они – участники агитперелета и автопробега «Золотое кольцо Башкортостана», посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ОСА-Авиахим ДОСААФ. Я нахожусь за бортом спортивного самолета РВ-7. С помощью него можно совершить круиз и элементы простого пилотажа. Максимальная скорость данного самолета 370 км в час. Сибай для нас значим, во-первых, как столица развития Зауралья, потом у нас здесь все же, я думаю, в ближайшее время должен реализоваться проект авиационный. То есть здесь должна появиться еще одна посадочная площадка в Баймакском районе. Я думаю, мы сегодня с главами должны эти вопросы тоже обсудить. Вот. И такие города, как Белорецк и Сибай, у нас по плану, чтобы они стали меккой авиационного туризма. Сибай уже не первый раз попадает в маршрут так называемого «Золотого кольца». Почетные гости нашего города одеты тоже своеобразно. На одних форма летчиков 1941-43 годов, на других форменная одежда наших дней. В общей сложности за 8 дней они должны преодолеть 1820 км по земле и 1500 км по воздуху. Для этого в их распоряжении 6 автомобилей ДОСААФ России и 11 самолетов авиации общего назначения от аэродрома Первушино. Каждый житель должен знать, что добровольная организация содействия армии, авиации и флоту создана для развития военно-патриотического воспитания. В рамках этого создаются у нас парашютные клубы, авиаклубы, авиамоделирование и развивается военно-патриотическая подготовка. Жители должны знать, на что способна у нас ДОСААФ, и участвовать в жизни ДОСААФ, развиваться, использовать ДОСААФ для своего личного развития. Общая численность участников акции – 46 человек. Свой визит в наш город они начали с участия в митинге и возложения цветов к обелиску «Вечный огонь». С наступающим великим праздником Днем Победы сибайцев поздравил глава администрации городского округа Халид Сулейманов и командир авиазвена Сергей Минигулов. Великая Отечественная война, наше старшее поколение, отцы, деды героически сражались за то, что мы могли сегодня вот такой мирной жизнью жить. Неспокойно сегодня в нашем мире, в земном шаре. Поэтому сегодня еще важнее, когда мы проводим такие мероприятия в честь Великой Отечественной войны и в честь мира. В этом году, помимо годовщины Великой Победы, мы отмечаем 90 лет со дня образования ОСО «Авиахим ДОСААФ». То есть это организация, которая практически за вековую историю подготовила более 12 миллионов молодых ребят, обучила их массовым техническим профессиям, которые они нашли, смогли применить не только на фронте, не только во время обороны нашей страны, но в том числе и в мирное время. Это развитие и спортивно-технических видов спорта, это и основы военного дела. Ну и, конечно, это жизнь в духе патриотизма, в духе любви к родине, в духе любви к своему Отечеству. Готово? И раз. Далее команда пилотов посетила школу номер 7, где с этого учебного года работают классы по направлению правоохранительная деятельность. По словам наставников, жизнь маленьких воспитанников кадетских классов более насыщенна, чем у их сверстников. Помимо изучения общеобразовательной программы, они занимаются специальными предметами, строевой и физической подготовкой. Свои навыки они показали гостям, а те, в свою очередь, продемонстрировали разные виды боевого оружия. Далее команда пилотов стала свидетелем исторического для нашего города события. На центральной площади Сибая присягу принимали юные армейцы. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Клянусь! Клянусь! Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины. Быть патриотом и достойным гражданином Отечества. Клянусь! Клянусь!
Напомним, военно-патриотическое движение «Юнармия» начало свое существование в школах страны с 1 сентября 2016 года. Главным инициатором этого стал министр обороны страны Сергей Шойгу. Поддержал данную идею президент России Владимир Путин. Сибайские школьники также активно вступили в ряды военно-патриотического движения. В День Великой Победы, 9 мая, принявшие присягу ребята примут участие в торжественном параде. В будущем многие хотят поступить в военный. Это будет нужно при поступлении и вообще показывает патриотизм к родине. Это значит, учиться, преданно служить своей России, никогда не предавать ее, всегда честно, и это служить честно своей России. Это действительно важно для нас, потому что на нынешний момент многие из молодежи не считают своим долгом ценить Родину, уважать ее, а мы своим примером показываем им, как это важно. Вечером на территории, прилегающей к аэропорту, собрались сотни сибайцев и гостей города, чтобы понаблюдать за главным событием дня – показательными выступлениями в небе. Полубочка, петля, ромб и другие захватывающие дух трюки в исполнении талантливых пилотов. Что-то делалось поодиночке, что-то целыми группами. Самолеты пролетали и низко над землей, и в опасной близости друг от друга. Каждый заход увенчивался успехом и громкими аплодисментами зрителей. Отлично. Вообще шоу, у нас редко бывает такое, но самолеты отлично. Ребята отработали по полной программе. Ощущения шикарные, дети были в восторге, классное шоу, пусть прилетает почаще. И классно, все супер было. Да, особенно когда перед тобой пролетает кверх ногами и машет рукой, это вообще круто. Да. Дети просто у меня визжали. Я хочу, чтобы побольше было таких шоу. Нам очень понравилось, мы видим первый раз такое. Это настолько впечатляет, настолько все завораживает, очень красиво и немножко даже страшно. В некоторых моментах такие трюки вытворяли, ребята просто молодцы. Спасибо ребятам, летчикам, которые показали очень хорошие, очень красивые фигуры высшего пилотажа. Я увидел первый раз мертвую петлю, двойную, даже с двумя самолетами, там тюльпаны разные, название даже не запомнишь. Классно, ребятам большое спасибо за такое зрелище. Было очень увлекательно. Нравится их то, что они не боятся, смелость. Первый раз я видела это, аж дух перехватывает, если честно. Вообще отлично, молодцы, очень нравится. Прекрасно, особенно когда четверо шли на нас, это большое впечатление. Как представить на войне вот так, да еще стрелять будут. Сразу умер от страха, а наши отцы, деды воевали. Так классно провели мы эти 1,5 часа, просто как сказки мы были. Столько всего интересного повидали. Спасибо организаторам, спасибо всем, кто это задумал и к нам в Сибай приехал. Нам очень все понравилось. Такие всякие взлеты, перелеты, такие петли делали. Классные все парашютисты. Меня как парашютисты прыгали, как петлю делали. Это красиво было. В свою очередь, приятные впечатления от города и местного гостеприимства остались и у гостей. Очень дружелюбный народ, очень гостеприимный. Очень хорошо организован праздник, очень понравилась нам площадка удобная, и встретили тепло, очень понравилось. Исключительный прием, очень теплая встреча была, все превосходно. Поздравляю с наступающими праздниками 9 мая, День Победы, и 90 лет ДОСААФу. В этот прилет так вообще чувствуется, что подготовился город. Мы сегодня очень понравилось. Давно уже не было такого. Нахлынули воспоминания. Детишек в пионеры приняли. 360 человек приняли в общество юноармейцев. Это очень торжественно и знаменательно. За моей спиной находится самый большой самолет, который участвует в агитперелете Ан-2, в простонародье жеребенок. Первый полет на таком самолете был совершен в 1947 году. Длина одного крыла составляет более 8 метров, а мощность двигателя – 1000 лошадиных сил. В
конце авиашоу именно с этого самолета с высоты 1500 метров прыгнули профессиональные парашютисты. Среди прочих в воздухе они продемонстрировали георгиевскую ленту, флаги Российской Федерации и Республики Башкортостан. Вместе с участниками агитперелета в небо поднялся и глава администрации Сибая Халид Сулейманов. Он стал членом экипажа одного из самолетов. Я вот сам слетал с пилотом Эдуардом, Сибай посмотрел и еще раз убедился, что наш город Сибай очень красив и с птичьего полета. И действительно он достойно несет имя, название столица Башкирского Зауралья. Поэтому я сегодня просто выражаю благодарность вам, Сергей Георгиевич, от всей души. Спасибо. Действительно все прекрасно, народ остался довольным. Кроме восторженных лиц зрителей и удачного выступления пилотов, как хороший результат дня можно отметить тот факт, что руководством города совместно с представителями агитперелета и автопробега уже намечены планы на будущее. Мы намерены открыть здесь аэроклуб. Вопрос, конечно, идет не так быстро, как, может быть, хотелось, но он двигается. Он двигается. И сегодня мы как раз сюда прилетели на том самолете, который потенциально должен стоять в Сибайском аэроклубе. И как раз вот прокатили на нем Халида Ахамзовича для того, чтобы человек не просто посмотрел на каких-то разговорах, а чтобы он мог сам это почувствовать, попробовать. И самое главное, что этот самолет теперь выпускается у нас в Башкирии. Это наш национальный проект, называется «Крылья Республики». Вот. И с сентября мы уже планируем самолет уже в массовом производстве, ну в массовом, условно в массовом, да, уже предлагать и другим, в том числе жителям республики. В завершении дня в парке имени Мажита Гафури силами артистов Сибайского колледжа искусств был организован концерт «Песни в военной шинели». Помимо местных талантов, желание выступить изъявили и летчики. Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Все прошедшие мероприятия войдут в итоговый фильм об агитперелете, авторами которого являются журналисты, входящие в состав эскадрильи. Данил Алибаев, Айгуль Хамитова, Лиана Кириллова, Алик Кадыров, Радмир Исянгулов, Гульгинар Искилина, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.